Александр, вот вы согласны с позицией Валерия, который говорит о том, что это некая, судя по всему, государственная, если не программа, то государственная идеология такая, отрезать от себя этих людей, оставить их где-то там за, по крайней мере, там, за границами своего сейчас внимания, забыть, а когда они появляются, относиться к ним как к чему-то назойливому, временному и недостойному внимания? Ну, получается, что да, смотрите, у нас же, получается, нет открытых криминальных дел против тех граждан, да, их ни в чем не обвиняют, нет судебных решений. Они не обвинены ни в коллаборационизме, ни в пособничестве там, террористам, сепаратистам, но тем не менее их лишают базовых гражданских прав, право на пенсию, право на другие социальные пособия. Вот в том же самом Ираке, например, вы тоже знаете про эту ситуацию, после того, как Мосул захватили террористы Исламского государства, еще до конца 2015 года Багдад выплачивал пенсии и зарплаты государственным служащим. Поддерживал, только уже после того, как начали готовить военную операцию, прекратили. То есть даже там пытались в оккупации террористов, пытались поддерживать граждан, потому что знали, что граждан нужно возвращать в первую очередь. Здесь же, к сожалению, вот видно, что действительно государство старается отмахнуться от этих граждан. Более того, в обществе существуют мифы, стереотипы по отношению к этим людям. Идет стигматизация, что раз ты оказался на оккупированной территории, раз ты не смог выехать, а ситуация может быть разная, это могут быть старые люди, люди с инвалидностью, то ты автоматически зачисляешься в сторонники сепаратистов. Ты автоматически участвовал в референдуме, хотя нет доказательств, нет никаких свидетельств в пользу этого. То есть, да, к сожалению, мы наблюдаем такую ситуацию. К чему это может привести? Ну, Валерия уже сказала, потеря граждан в первую очередь. Не только самих граждан, которые пострадали, их родственники. Мы не сможем их потом интегрировать, потому что люди просто затаят обиду. Это как минимум. То есть, кроме того, это куча судебных решений. Люди попытаются через суды вернуть свои пенсии. То, что государство им обязано выплачивать, пенсия – это собственность гражданина. Это то, на что он заработал своим трудом. И люди через суд будут, то есть это огромные траты для украинского бюджета в будущем. Если не сейчас, если государство думает, что так можно сэкономить сегодня, там, не выплачивая пенсии там, на оккупированных территориях, или не выплачивая пенсии тем, кто не имеет справки ВПО и вынужден был переселиться, но по каким-то причинам не оформил эту справку, то так сэкономить нельзя, потому что Европейский суд по правам человека показывает, что всегда правосудие становится на сторону человека пострадавшего, на сторону гражданина. Поэтому в будущем это будут проблемы. Помимо обиды, это будут еще огромные иски, суммы, это будут моральные взыскания. То есть это целый комплекс проблем. А вот те люди, которые, вот, по идее, от имени государства должны принимать решения о том, как поступать с этими людьми, они чем руководствуются вот сейчас, вот, отмахиваясь от жителей оккупированных территорий? Мне трудно сказать. Ну, если в 2014-2015 году можно было это списывать на то, что, ну да, ситуация критическая, да, где-то не хватает там административного аппарата, чтобы реализовать эти решения. Но уже прошло 4 года, уже 5-й год. Уже было время на выработку системной политики по отношению к этим гражданам. Но, к сожалению, нет. Мы видим, что даже соцопросы говорят о том, что в обществе существует, например, неприятие такого понятия, как там амнистия или прощение. Вот хорватский сценарий у нас любят приводить. Решение проблемы с сербами в Хорватии. Да? Но хорваты, первое, что они сделали, когда они хотели вернуть, реинтегрировать территории сербской краины, Славонии, они инициировали прощение всех граждан, которые не были запятнаны кровью. Да, те, которые не участвовали в военных преступлениях, те, которые не убивали хорватских солдат. Но все-таки, я прошу прощения, что я вас перебиваю, небольшая разница есть. Уже к тому времени острая, горячая фаза войны была прекращена. Почему? Это 95-й год, это операция «Буря», это операция «Молния». Это как раз перед тем, как начинать наступать на ну, вот как раз у них сепаратистов. Как раз когда они были в силах наступать, не боясь, что там, как в нашей ситуации, Москва вмешается. Ну, то, что Москва вмешается, это ж не мешает нам как бы интегрировать наших граждан обратно. Мы не должны подвязываться здесь. Я просто вопрос к тому, что первее? Первее прощение или первее возвращение под контроль? Мы хотим возвращать кого? Людей или территории? Вот Валерия правильно сказала, территория без людей, ну, это просто пустыня. Нужно вернуть сначала людей, а потом уже смотреть, как возвращать территории. Конечно, не может быть только военного или только дипломатического решения. Здесь скорее комбинированное решение. Вот, например, там, в Сирии или в Ираке мы сегодня видим, к чему приводят чисто военные решения. Когда разрушаются города, да, и люди просто выселяются, становятся беженцами, появляется пустыня на месте Мосула, на месте Раки, то есть на месте Моравии на Филиппинах. Должно быть комбинированное решение, которое в первую очередь ставит, конечно, ценность человека, ценность гражданина. Если мы нарушаем сегодня преднамеренно или непреднамеренно гражданские права наших сограждан, оказавшихся, ну, по сути, они оказались заложниками оккупации,
Они стали жертвами. Они, наверное, первые, кто пострадал от войны, от оккупации, это те, кто там остались и кто вынужден был переселиться. Если мы их оставляем без каких-либо прав, лишаем их этих прав, мы создаем опасный прецедент для других, лишения других гражданских прав, других слоев населения. То есть сегодня это будут переселенцы или жители оккупированных территорий. Завтра это будет, возможно, какая-то национальная меньшина, или этническая меньшина, религиозная. То есть это опасный прецедент, и государство не должно играться с этим, а должно подходить стратегически. Ну, то есть